Когда еще не было реализовано ни одной экспедиции, компания «Аквафон» поверила моим словам, и поддержала наши первые экспедиции. Но, с другой стороны, хочется заметить, когда мы пришли уже к президенту Абхазии, и когда мы пришли к компании «Аквафон» с таким крупным проектом, был пройден путь, и было понимание того, что наша команда с этой задачей справится, что она для нас выполнима. Хотя, конечно же, мы в полной мере для себя не представляли, с какими сложностями мы столкнемся и что нас ждет. Но это была очень интересная история, и я благодарен президенту Абхазии, я благодарен компании «Аквафон» за то, что они нам дали такую возможность, дали нам такие ресурсы реализовать такой интересный, яркий проект. И, безусловно, то, что мы сделали, это очень важное, очень большое начало. И только если мы продолжим начатое, мы сможем не только привлечь внимание людей к тем целям и задачам, которые были нами озвучены, но и укрепить в умах людей необходимость сохранения Горной Абхазии и необходимость возрождения наших традиций. Собственно говоря, во многом именно об этом наша 5-я серия о наших зимних экспедициях. Вообще, как руководитель проекта, как вы оцениваете именно зимние экспедиции? Те цели, задачи, которые вы ставили, оправдалось? Безусловно, они оправдались. Более того, мы добились таких результатов, которых, может быть, и не могли мечтать. Это сейчас уже как данность, как факт, то, что нас поддержали ведущие информационные агентства России, да, и то, что сейчас идут публикации на сайтах, у которых многомиллионные посещения, и то, что нас показывают в эфирах. Сейчас уже к этой новости люди привыкли, но нужно сказать, что у нас не было, вот именно в этом вопросе, не было каких-то, может быть, людей, лоббирующих проект «Горная Абхазия». Мы в открытую обратились письмами, обратились к руководству этих информационных агентств, и они, посмотрев тот материал, который мы им предоставили, приняли решение поддержать наш проект. Именно потому, что он такой интересный, такой яркий и уникальный. Именно потому, что Горная Абхазия такая. А почему именно времена года? Почему отдельно не взять экспедицию зимнюю или, допустим, летнюю? Знаете, я вот как раз об этом тоже говорю в 5-й серии, потому что Абхазия невероятно многогранна. И для того, чтобы в полной мере воспринять то место, ту землю, на которой мы родились и живем, необходимо увидеть все ее грани. И и благодаря той поддержке, которая у нас сейчас есть, мы можем на себя взять вот именно такую задачу — показать все грани, все времена года Абхазии, чтобы было целостное восприятие нашей земли. Есть несколько нерешенных вопросов. Допустим, меня интересует название. Именно 4-я экспедиция, название Бамба-Яшта. Также есть несколько упоминаний, как Бамбе-Яшта, гора Арбайка, Арабика. Нет точных географических названий. С чем это связано? Как решать? Сейчас обращают ли на это внимание? Я думаю, что сейчас Валерия Агрба тоже об этом скажет. От себя могу добавить, что, безусловно, у нас именно так сложилось, что с 4-й экспедицией в интернете была очень оживленная дискуссия на эту тему. Мы этих обсуждений не боимся, мы даже радуемся тому, что проект «Горная Абхазия», он еще раз поднял эти вопросы. То есть сейчас это актуально больше? Да, это всегда было актуально, просто мы привлекли внимание общественности, потому что мы на такую широкую аудиторию произносим горные топонимы абхазские. Да? Поэтому то, о чем вы сказали, да, название, например, Бамбе-Яшта или Бамба-Яшта, или Арбаика, или Арабика. Безусловно, мы стоим за то, чтобы закрепить абхазские названия. И Горная Абхазия, проект «Горная Абхазия», его одна из задач — это популяризация абхазской горной топонимики. И здесь мы всегда будем прислушиваться к нашим специалистам и будем принимать решения только исходя из их мнения. Но еще бы очень хотелось, чтобы все-таки со временем те задачи, которые не решены у нас сейчас, касаемо горной топонимики, чтобы они, конечно, решились. Я очень на это надеюсь.
Но я думаю, что вот Валерий Раифович Да. тоже несколько слов скажет на эту тему. Ну, во-первых, спасибо за эту передачу. Как у нас обычно говорят, по-абхазски звучит «Ашхагубхашумазад». Если это перевод, чтобы у вас всегда было удовольствие находиться в наших горах и благополучное возвращение домой, ибо наши горы настолько они приятные и смотреть, но они настолько же суровы, с этими горами нельзя обращаться на «ты». А сейчас, если говорить по поводу топонимики, гидронимики, прежде чем выйти на эти маршруты, пришлось, как говорится, перелопатить большую литературу, карты взять, посмотреть, как бы правильно все это было отражено в нашей передаче и звучание его на абхазском языке. И что вот ну, на данный момент с трудностями я встретился, ибо 3, 4, 5 карт, начиная еще с тех давних времен, когда то впервые картографы прошли по Абхазии, с тех пор многое изменилось в названии. Плюс к тому, вот абхазские названия, если мы, абхазцы, говорим по правилам на нашем языке, то транскрипцию на русском языке довольно сложно. Ну, например, в картах, вот из всех тех маршрутов, которые мы прошли, начиная от Грибзы, Ауатхары и последней экспедиции, что на Арбаике находились, или Бамбаяшта, или Бамбеяшта. В общем, по-разному этого. Но я свое имею видение, но не могу я спорить с теми моими друзьями, коллегами, такими как Тач Гицба или Валерий Кварча и многие другие, которые связаны с горами. Вот, одни утверждают. Я утверждаю свое, то, что, находясь, допустим, на Бамбаяште, когда я посмотрел это снег, когда я это в руки взял, оно как хлопок вот самый. И я подумал, почему бы это не Бамбаяшта называется. Или же там вершина зонт написана, а по-абхазски она звучит и написано это Чабаба Аяну. Теперь, если говорить по поводу Арбаики, или же в карте написано Арабика, вот, звучание на абхазском языке сухие места и беныроб, и вот у меня ассоциация складывается, что мои предки когда-то давным-давно там ходили от того, что там безводная, и беныроб, арбаха, даже на абхазском языке мне абхазцу порой даже тяжело правильно произнести. Но я надеюсь, что в ближайшее время наши ученые придут к одному мнению, чтобы на новых картах Абхазии уже звучали именно то, что полагается на нашем родном языке. То есть есть несколько карт, и на разных картах разные названия этих гор, да? Ну, так скажем, вы знаете, есть определенная неурегулированность, да. Я знаю, что вот Левард Барциц, он много лет назад занимался, да не только Левард, вот тут были фамилии Итачи, Гицба, да, занимался этим вопросом, и есть список горной топонимики. Но что касается именно Гагарского района, предположим, то, видимо, это тот самый случай, когда эту горную топонимику уже нужно принести через парламент, сделать ее официальной, да, узаконить ее, и уже все наши дискуссии на этом они закончатся. То есть вот есть принятый парламентом список горных топонимов, и мы будем на него ориентироваться. А дальше наша задача таких проектов, как Горная Абхазия, это популяризация этих горных топонимов. И безусловно, мы этим будем заниматься. Я еще, знаете, что хочу добавить? Мы об этом говорим и в 5-й экспедиции, но крайне важно сохранить абхазскую топонимику, потому что это источник наших традиций, это источник формирования нашего языка. Об этом говорится в 5-й серии, но эта земля формировала наш язык в том числе. Именно поэтому крайне важно сохранять абхазскую горную топонимику, и мы для этого приложим все силы. И вот еще вопрос, связанный с мелодией. В экспедициях помимо абхазских мелодий присутствуют также и другие музыкальные треки. Вот хотелось бы, чтобы вы про них сказали. Да, вы знаете, вот так получается, что когда реализуются крупные проекты подобные, для Абхазии, проект Горной Абхазии, он, безусловно, большой,
И мы начинаем затрагивать вот те стороны, которые, может быть, раньше люди меньше интересовались ими. Да? Вот горная топонимика нами только что обсуждалась. То же самое, та же самая задача нерешенная у нас существует и с музыкальными композициями. Это мое мнение. Необходима поддержка со стороны государства для того, чтобы на новый уровень еще раз поднять то музыкальное наследие, которое у нас есть. И во многом иногда, к сожалению, для того, чтобы режиссеру передать динамику, передать атмосферу того, что происходит у нас в экспедициях, ему не хватает ритмики нашей национальной музыки. И он обращается к другим иностранным музыкальным трекам. По этому поводу к нам очень часто обращались. Я принимаю эту критику, но с другой стороны, это еще один повод задуматься о том, что необходима интеграция нашей культуры в современное пространство. Необходимы проекты, которые помогут нашим музыкальным произведениям и многому другому интегрироваться в новое пространство, быть актуальными сейчас, в этом времени. Ну, вот одним из таких проектов является проект «Горная Абхазия. Времена Дай бог, года». да. По поводу музыки, которая используется в фильмах, об экспедициях, очень много, есть такие люди, которые выражают недовольство тем, что там используются зарубежные мелодии. Да? Там вот в последнем фильме мы смотрели, там была португальская мелодия, абсолютно отражающая вот эту вот атмосферу. Наша проблема в том, что мелодии есть. У нас есть замечательные композиторы, такие как вот Архун Царя, да, которые действительно, даже если вот конкретно готовой мелодии нет, он может это сочинить, и чтобы это абсолютно отражало то, что мы хотели бы видеть, и то, что хотели бы использовать. Нужно просто вот это проблема коммуникации, проблема того, что нужно это все сводить. И от Тенгиза Тарба сегодня требовать, когда, то есть он и так себе воплощает, то есть это же такая огромная находка найти человека, который может ходить по горам, потом он может собрать команду и быть таким вот предводителем, то есть в горах это вот прям реально так и называется, да, это предводитель. Он умеет это все смонтировать, собрать и выдать очень качественный материал. И вот я из тех людей, которые считают, что там должны быть другие мелодии. Но требовать от Тенгиза, чтобы он еще и как бы был озабочен еще поиском этих мелодий, да, то есть я думаю, что вот в этом проекте не получилось только потому, что по времени, то есть между экспедициями там 5-7 дней они успевали выдать новую продукцию, показать телезрителям. В будущем я надеюсь, что Тенгиз будет знать, к кому обратиться, и у нас следующий цикл и следующие передачи уже будут с абхазским духом, с абхазскими мелодиями. Конечно, я на самом деле, да, так получилось, что вот благодаря такому большому вниманию со стороны абхазского общества очень много интересных вопросов поднимается. Мы совершенно их не сторонимся, я только рад, что появляются новые знакомства, и у нас появится возможность вывести проект на новый уровень. И дай бог, чтобы у нас это развитие было постоянным. И нужно, чтобы люди знали, куда обращаться, да, вот в интернете или где-то, чтобы было откуда, где просмотреть, прослушать, да, где собранное. Это очень важный такой момент. Вот мы уже много раз говорили о том, что проект для Абхазии большой, что собралась команда. Я очень благодарен тем ребятам, которые приехали сюда. Они бросили все, да и абхазская сторона, люди на несколько месяцев бросили все свои дела для того, чтобы заняться проектом. Это при том, что никаких гонораров не было, просто болела душа за это, да, и людям хотелось вот добиться поставленных целей. И я все-таки хочу сказать, что творческая группа, да, это 6 человек. Вся команда все равно где-то в рамках 12 человек держалась. Для такого проекта это очень большая нагрузка. И мы, безусловно, поставили перед собой много задач, но охватить их в такой короткий срок мы не можем. Да, этот проект, он не останавливается на только зимних экспедициях, и мы будем делать все возможное для того, чтобы заявленные задачи решить.
Вот. И еще появились вот эти замечания к нам, они все очень правильные, я очень рад тому, что они Да. есть. Но со временем, я надеюсь, и команда будет расти, и появится больше волонтеров, которые нас поддержат. И мы эти задачи решим. Значит, сейчас в планах что? Сейчас наши планы — это подготовка к презентации документального фильма о Горной Абхазии, который мы уже будем размещать на разных фестивалях международных. Это подготовка к выставке о Горной Абхазии зимой. И самое главное, конечно, подготовка к летним К летним экспедициям. экспедициям. Да. Тенгиз, еще в компании «Аквафон» проходил круглый стол. Вот Да. интересно, какие вот темы вы там обсуждали? Вот спасибо, да, что вы эту тему подняли, потому что есть также замечание о том, что мы говорим только о каких-то, например, о какой-то позитивных вещах, и тем самым, может быть, забываем о тех других задачах, которые перед нами стоят, например, сохранение экологии Горной Абхазии. Но дело в том, что в связи с тем, что проект получил такое широкое информационное освещение, мы себе не можем позволить говорить о наших внутренних нерешенных задачах. Мы внутри, собирая такие вот экспертные круглые столы, которые благодаря Аквафону мы смогли собрать, впервые подняли вопрос о экологии озера Рица, да, например. И я очень благодарен директору Рицинского национального парка, что она сама этот вопрос подняла, и наконец-таки на всю Абхазию он был озвучен. Те же опасения были от Романа Саидовича Дбара, я тоже ему благодарен за его позицию. Мы эти проблемы видим, и мы будем их решать, но решать в меру своих сил и не публично. А что касается вот нашей информационной составляющей, да, для всего мира мы будем всегда показывать яркие, красивые картинки, рассказывать о наших традициях, о нашей культуре, и с нашими фильмами, нашими проектами будем воспитывать в молодом поколении отношение к горам Абхазии. Вот это то, что мы можем делать сейчас. Вот у проекта «Большая аудитория» мы уже неоднократно говорили, Да. то есть информационный партнер, там РИА Новости, ЮТВ, «Живая планета». То есть о чем это говорит? Вот результат вашей работы. Вы знаете, это в первую очередь говорит о том, что, во-первых, Абхазия такая невероятно красивая, что она нам дает возможность показать ее, а во-вторых, то, что тот продукт, который мы даем, вот этим вот ключевым, самым главным там, информационным агентством российским или региональным каналом, их даже не то, что, вот, например, вот недавно на странице «Моя планета», да, был размещен наш ролик, где тоже там сотни тысяч аудитории этого сайта. Они это делают только потому, что они видят очень высокого уровня продукт и невероятную красоту Горной Абхазии. И мы не платим ни копейки за многомиллионную аудиторию, которая сегодня есть у Горной Абхазии. Это тоже, безусловно, достижение проекта. Ну вот вы сейчас вспоминали о том, как проходил круглый стол в компании «Аквафон», и там поднималась очень важная тема проводников. И очень хотелось бы, когда уже и команда более-менее будет свободна, выйти с каким-то таким встречным предложением к Министерству по туризму и как-то, или, может быть, еще раз провести круглый стол, конкретно посвященный теме проводников и инструкторов, для того, чтобы была разработана специальная программа. То есть как сдают экзамены или какие-то там тесты экскурсоводы, которые работают на территории Абхазии, чтобы вот что-то такое делалось бы и по горному туризму. Потому что совершенно странные вещи бывают преподносятся туристам и непонятные для тех, кто знает горы, чтобы не было случайных людей. И я думаю, что это очень такая отдельная и очень важная тема. Да. Ну, в основном подготовка горно-пешеходных инструкторов. Сейчас они называются агентами или же там... Сейчас новые такие названия. Я воспитанник Советского Союза, тогда у нас были простые инструктор выходного дня, инструктор горник, так назывались. Ну, потихонечку ранги повышались. Но теперь у меня не должность старшего инструктора, а именно звание. И чем я и горжусь, собственно говоря, когда говорят просто инструктор, мне как-то уже ущемляет. Вот когда говорят старший инструктор горно-пешеходного туризма, Ветеран. у меня такое впечатление, что у меня уже седая борода, да, уже, так сказать. Сколько лет вы уже? Я с 64-го года в системе туризма. Вот.
50 лет. Ну, собственно говоря, все всесоюзные маршруты в пределах Абхазии мной пройдено, так сказать. Вот, подготовка инструкторов еще, как говорится, до начала войны у нас очень серьезные были. Сначала подготовка у нас проходила в Абхазии, потом эта подготовка проходилась в Тбилиси, проходили. После всех этих подготовок уже в России проходили. Так у нас, что подготовка инструкторов не 2-3-дневная, но за 2-3 дня инструктора никак ты не можешь подготовить. Это сначала учеба, это потом стажировка, это потом уже с кем-то как-то маршрут какой-то сам должен был описать, обработать, отмаркировать. Очень много вариантов для подготовки. Ибо быть инструктором не просто так пройтись, это просто-напросто любить свое. А мои это горы, это моя родина. Ибо у нас в генах заложено вот быть горцем, так если можно сказать. А если ты горец, это, конечно, совершенно другие, так сказать, как это по-русски сказать, другие ценности, можно если сказать. Вот. Поэтому вот для того, чтобы сказать, что я инструктор, нельзя так. Я даже сам сейчас говорю, я еще не инструктор, еще многого не знаю, что из себя горы представляет. Это было тому, что вот сейчас Горная Абхазия, я, собственно говоря, бывал зимой в горах, но так долго находиться в экстремальных условиях, где температура достигает до 15 градусов, где комфорта никакого, ну, надо себе создать, не только себе создать комфорт, но и окружающим, твоим товарищам, вот нашим, собственно говоря, мы непосредственно, абхазцы, будем так говорить, живущие, создали определенный комфорт, чтобы такую красивую продукцию выдать, как говорится, на горах. Тенгиз, спасибо вам, вашей команде и всем, кто принимает активное участие в реализации данного проекта. Предлагаю нашим телезрителям посмотреть 5-ю экспедицию, а мы от вас будем ждать уже новых летних экспедиций. Спасибо. Готовь, смотрим в камеру. 8 кадров, так что улыбаемся. Вся горная часть Абхазии для нас это священные места. Для нас они считаются храмом Бога. Что для нас Горная Абхазия? Горная Абхазия это наша культура, это наш язык. Абхазы формировались благодаря нашей природе и нашим горам. Мы такие, потому что наша земля такая. И мы один из тех народов, который еще не утерял эти знания. То есть мы все еще с нашей землей. Невозможно понять Абхазию, не познав ее природу и ее горы. Ну, Абхазия располагается в Закавказье, вот главным Кавказским хребтом. Западный Кавказ географически примыкает вот к Архизу, вот этим знаменитым Домбаю, знаменитым курортом. Абхазия – это курорт и морской, и горный. Горы занимают 75% примерно от всей территории Абхазии. Протянулась Абхазия по побережью где-то на 220 километров. Первая экспедиция наша была в такое курортное место Ауатхара. Вот
красненьким обозначено, вот в этом месте мы стояли, был наш лагерь. Самое яркое для меня ощущение было, конечно, первая экспедиция. Когда мы коснулись снега, и я осознал, что произошло то, к чему я так долго шел и о чем я мечтал. И я вот это вот ощущение счастья я видел во всей команде. Мы были невероятно счастливы тому, что мы это сделали. Тенга с командой выходили на озеро Мзы, там они ставили лагерь и выходили на хребет Ацатука, и отсюда производили съемки. Но физически для меня, конечно, это было одно из самых сложных испытаний, потому что было впервые, потому что именно там мы встретили самые серьезные морозы, там, минус 15 градусов, ну, в общем-то, ребята справились. Первая экспедиция. Мы это сделали. Вот ощущение именно это. Вот просто такого праздника, что после нескольких лет работы и после нескольких месяцев очень тяжелой работы подготовки к уникальным зимним экспедициям мы осуществили первую экспедицию. Вторая наша экспедиция была в район Псху, урочище Грыбза. Вот где сейчас мы ее найдем. Так, смотрю, вот сюда, вот она. Вот это вот урочище Грыбза. Стали мы вот в этом месте. И отсюда оказалось, мы этого не ожидали. Это где вы спорили, да? Да. Спор о том, куда идти. Туда, на ту вершину? вот так вот, или и вот вот на так ту? вот, и вот Я туда говорю, идти. надо идти вот на ту. я говорю, Он вот говорит на на ту. ту, Да. потому что на ту легче, а на эту вообще не Отсюда, зайдешь. во-первых, Ты зайдешь Грыбза вот оттуда искать. удивление вот для меня, понимаешь, что я же здесь был, а здесь так красиво, как будто бы я здесь первый раз. То есть, как оказалось, я представления не имел о том, как невероятно красиво Грыбза зимой. И, конечно, выход, да, тоже, знаешь, как летом туда нельзя подняться на эту вершину. Снег нам помог. Это тот самый случай, когда снег нам помог. Третья экспедиция у нас опять была недалеко от Ауатхара, но уже под перевалом Чха, урочище Пыв. Ну, оно не отмечено, но вот здесь вот под перевалом, вот здесь. Действительно, ты летом, когда ты попадаешь, это настоящий Пыв, то есть заболоченная такая низменность, где чавкаешь, ходишь как по болоту. Сейчас было просто ровно, снежок, все было прекрасно. Место красивое. Вообще, может, даже в зрелищном отношении это было, это самое красивое место у нас. Во все стороны были такие виды, и было куда походить. Третья экспедиция – это как ощущение того, что я приехал, я нахожусь в очень знакомом, самом любимом мною месте, но нахожусь зимой.
было осознание того, как приблизительно выглядит это место. Но потом мы выдвинулись к урочищу Агура, и оказалось, что оно совершенно другое. Оно изменилось полностью. То есть вот эти снежные карнизы, наддувы, озера, которые полностью закрыло. И, конечно, это было для меня открытием в том, насколько зима меняет Горную Абхазию. И как необходимо нам все-таки знать, ощущать и осознавать все времена года. Потому что это разные грани нашей маленькой страны. Ну и заключительная по зиме экспедиция, где мы сейчас вот находимся, это Гагарский хребет, урочище Бамбаяшта. Находится, ну вот по карте, вот Хырха, вот где-то вот в этом вот месте. Это произошло буквально за 30 минут, пока мы были в палатке. Полностью замело все наши палатки. Все, давайте, пока. Когда мы поднимались к району горного массива Арбайка и спускались обратно, у меня вдруг вот возникла мысль в голове: я готов каждый день своей жизни посвятить Горной Абхазии. Ну, вроде бы я и так все силы отдаю Горной Абхазии, но вдруг у меня вот это вот оно... Потому что настолько было невероятно все чисто и красиво увиденное, и стало понятно, что уровень чистоты этого места такой, что ты пропускаешь его через себя. И пропуская вот эти пространства, эти пейзажи через себя, благодаря их чистоте ты сам очищаешься. Самое главное, я думаю, что мы смогли показать в Абхазии самой, всему миру красоту Горной Абхазии. Можно сколько угодно долго говорить о каких-то вещах, но очень важно их показать. И наши фотографии и наши фильмы, их задача привлечь внимание людей. Мы обращаемся к молодежи, говорим ей о том, что есть не только Сухум, есть не только озеро Рица или Новоафонская пещера. Это очень красивые места все. Но есть еще Горная Абхазия. И мы хотим через наш проект привлечь их внимание, сказать им, что вы не сможете познать вашу страну, не поднявшись в горы, не познав красоту этих мест. Но если мы не воспитаем молодое поколение, если мы ему не передадим наши традиции, они не станут проводниками и не смогут в полной мере показать и рассказать, показать Абхазию, понимаешь? А если они этого не сделают, то они разрушат этот мир. И для меня туризм является защитным механизмом Горной Абхазии, понимаешь? То есть если мы скажем всему миру, что мы страна с невероятной природой, и хотим, чтобы люди приезжали к нам и именно через экологическое восприятие туризма познавали Абхазию, да, чтобы это был экотуризм, то окажется, что наше конкурентное преимущество – это наша природа, наши горы и наша экология. И вот в этот момент все осознают, что есть необходимость сохранять нашу природу. И вот тогда я буду считать, что наша миссия выполнена. А сейчас мы делаем только первые шаги.
Хатырско телехопшца Тенгиз Тарбаяфтар проект Вичхатул Апсна Хашуксам такой Хаусу Рахияцна Цойт Хофеза Абзераз Ярласну Хакхой Тапса телехопшра каналача.